Когда я учился в медицинской школе, мое атеистическое мировоззрение подверглось кризису, потому что я обнаружил, что чем больше я учился, поскольку после встречи с тем слепым пациентом я захотел стать офтальмологом. Чем больше я изучал науку, тем больше я осознавал, насколько сложно устроен глаз. Интересная вещь. Количество клеток в каждой из наших голов больше, чем количество звезд, которые когда-либо были открыты во всей Вселенной. Это заставило меня осознать, что человеческий глаз настолько сложен и все же может сформироваться почти идеально за такой короткий промежуток времени — 9 месяцев. Потому что он сформировался не случайно, а с определенной целью. И эта цель — зрение, именно для того, чтобы видеть. Так что за всем этим стоит конструктор и создатель. Я знаю большую часть их истории, до которой мы еще не добрались. И я буду очень рада услышать ее от вас. И то, что вдохновило ваше служение и вашу работу по возвращению зрения тем, кто перенес травму слепым, это была ваша вера. И когда вы получали образование, считали ли вы себя атеистом? Я имею в виду, так как вы выросли в Китае, расскажите мне о своей вере в прошлом, или скорее о том, что у вас тогда не было веры. В фильме «Бог не умер» рассказывается о китайском студенте, который пережил культурную революцию, приехал в Америку и катался на велосипеде по американскому кампусу. И эта часть сюжета была вдохновлена историей моей жизни. Так что, как и в случае с тем студентом, когда студия нашла актера на мою роль, мне прислали фотографию на мобильный телефон, и я посмотрел на нее. Они сказали: «Минг, это тот парень, который сыграет тебя в фильме «Бог не умер». И я ответил: по крайней мере, он выглядит лучше меня. И вот они нашли этого актера. А я был атеистом, прямо как тот студент в фильме «Бог не умер». И насколько я понимаю, и для тех, кто слушает, вас воспитывали как атеиста. Да, верно. И такими были все в Китае в то время. Да, почти все. Религии не было. Это не было похоже на то, что вот мы атеисты. И на самом деле большинство, 90% по-прежнему атеисты. И просто для тех, кто слушает, я думаю, что, как я догадываюсь, скажите, что вы думаете об этом? Возможно, опыт китайца, воспитанного в духе атеизма, немного отличается от того, как американцы говорят: «Я атеист, я не христианин». Что бы вы сказали об этом? В культурном плане есть разница. Поделитесь своими мыслями по этому поводу. Я думаю, что самое большое отличие заключается в том, что большинство атеистов в Китае никогда не имели возможность узнать о Христе и вере, потому что они выросли в системе образования, которая лишена всякой веры и вероисповедания. Таким образом, разница между ними и американскими атеистами заключается в том, что люди из страны, у которых никогда не было такой возможности, если бы у многих из них был шанс познакомиться с христианской верой, они, вероятно, с радостью воспользовались бы этим. Но у них не было такого выбора. Но в Америке атеисты, они приняли решение не верить. Так что, вероятно, в этом и заключается разница. Итак, я был атеистом, и меня не интересовало ничего, кроме науки. Потому что, помните, я так упорно боролся во время культурной революции за то, чтобы иметь возможность изучать науку. Поэтому я был зациклен на ней. Когда я учился в медицинской школе, мое атеистическое мировоззрение подверглось кризису, потому что я обнаружил, что чем больше я учился, поскольку после встречи с тем слепым пациентом я захотел стать офтальмологом. Чем больше я изучал науку, тем больше я осознавал, насколько сложно устроен глаз. Интересная вещь. Количество клеток в каждой из наших голов включает в себя видение, фиксацию и интерпретацию. Количество клеток в каждой из наших голов больше, чем количество звезд, которые когда-либо были открыты во всей Вселенной. Вау. Именно столько клеток есть в нашем мозге, в каждом из нас. Подождите, что это за число? О, оно исчисляется триллионами триллионов. Вау. Да, это намного больше, чем количество звезд. Набор ячеек в Google? Точно. Вау. На самом деле зрение, как я уже говорю, является самым важным чувством. На самом деле оно основано на анатомии, физиологии и биологии человека. Половина клеток нашего мозга задействована в зрении. Вау. Вот насколько важно зрение, понимаете? Таким образом, в результате чистого случайного столкновения, как вы знаете, эволюция и столкновения, в которые верят атеисты, невозможно получить все эти клетки за короткий промежуток времени в 9 месяцев. От эмбриона до человека, чтобы сформировать такую сложную структуру с такой точностью. Потому что в 99,9% случаев, когда мы рождаемся, мы можем видеть.
Эти клетки расположены в такой последовательности, что если бы какая-либо клетка вышла из строя, человек родился бы слепым. Но в 99,9% случаев, когда мы рождаемся, мы можем видеть. Таким образом, при случайном столкновении невозможно, чтобы клетки сформировались именно в такой последовательности. Итак, мое атеистическое мировоззрение во время учебы оказалось в кризисе. Я начал спрашивать профессора, как такое может быть? Я не мог объяснить это с атеистической точки зрения на устройство человеческих глаз. И вот однажды он был христианином, но не говорил мне об этом. Он пригласил меня пообедать. Он спросил: «Минг, что стоит на другой стороне улицы?» Я сказал: «Это машина». Он спросил: «В чем разница между автомобилем и человеческим глазом?» Я сказал: «О, человеческий глаз устроен намного сложнее». Он сказал: «Хорошо, ты можешь представить, что груда случайных кусков металла на улице складывается в машину?» Я сказал: «Ни за что». Он спросил: «А как насчет человеческого глаза?» И именно в тот момент он открыл дверь в мою жизнь, заставив меня осознать, что причина, по которой человеческий глаз такой сложный, но все же может сформироваться почти идеально за такой короткий промежуток времени, 9 месяцев, заключается в том, что он сформировался не случайно, а с определенной целью. И эта цель — зрение, именно для того, чтобы видеть. Так что за всем этим стоит конструктор и создатель. Конечно, с этого момента, от осознания существования Творца до окончательного осознания того, что у Творца есть имя в Иисусе Христе, у меня ушло еще несколько лет, которые подробно описаны в моей автобиографии «От тьмы к зрению». Вау! Ранее вы говорили о числе. Вы говорили о количестве клеток, которые помогают обнаруживать свет. Да, вовлеченные в зрение. Вовлеченные в зрение. Какое это было число? В голове каждого из нас находится больше клеток, чем количество звезд, которую мы когда-либо обнаружили. Которые мы обнаружили. Да. Потому что я думаю, что ученые считают, астрономы считают, что звезд миллиарды, триллионы миллиардов. Но вы говорите о тех, которые мы обнаружили, которые доступны наблюдению людей. Диаметр известной Вселенной составляет 93 миллиарда световых лет. Хорошо? Таким образом, за пределами этого есть ненаблюдаемая Вселенная. Но в наблюдаемой Вселенной диаметром 93 миллиарда световых лет, то есть все звезды внутри. И все же количество звезд меньше, чем количество клеток, отвечающих за обработку зрения в голове каждого из нас. Вау! Подумайте о том, что все эти клетки должны выстроиться в определенном порядке в течение 9 месяцев. Это невероятно. В общем, я нашел ответ на такой фундаментальный вопрос, как сложность человеческого глаза, которое атеистическое мировоззрение не смогло бы объяснить. На самом деле интересная вещь. Чарльз Дарвин, он говорил в книге «Выживает сильнейший», в конце книги он сам сказал около 200 лет назад, что слабое место моей теории, случайное столкновение эволюции, это сложность человеческого глаза. Правда? Да, он признал это. Как интересно. Да, для него это стало ахиллесовой пятой. То есть его эволюционная теория подверглась сомнению именно из-за глаза. Да, Вау! это ахиллесова пята его теории эволюции. Вау! И я случайно наткнулся на это 200 лет спустя, изучая глаза. Вау! И теперь, что касается зрения, то я очень рад, что могу продолжать расширять знания о человеческом глазе, чтобы, насколько это возможно для человечества, продолжать расширять границы возможного и получать все больше знаний. Но мне повезло, что теперь я знаю о глазах намного больше.